В Ленской школе номер 3 прошли первые региональные соревнования по робототехнике. Участие приняли около 10 юных конструкторов из Ленска и Мирного. Роботы, собранные, запрограммированные мальчишками, боролись между собой на скорость и точное исполнение команд в разных номинациях. Кто и в каких категориях оказался лучшим, узнал наш корреспондент Сергей Евсюков. Это не игрушка, а серьезный интеллектуальный труд. Именно таким напутствием открыла соревнование директор школы Наталья Сидоркина. Я поздравляю вас с тем, что вы этим занимаетесь. Это поможет вам в дальнейшем и в учебе, и в достижении своих целей. А цель у мальчишек в этот день была одна – победить. Спор, кто из них лучший, решали роботы, которые выполняли заданные программы по различным категориям. Эта категория в мире роботов называется Кегель-ринг. Задача на первый взгляд проста – вытолкнуть банки за круг. У некоторых конструкций такие действия не вызывали трудностей, а некоторые, сбив почти все банки, теряли прицел на последний и кружили на месте. Следующая категория – биатлон. Пожалуй, самая сложная номинация в соревнованиях. Движение робота по черной линии. На поле 7 банок, 4 из которых должны остаться на месте, а остальные повержены и доставлены в зону старта. Помогает писать программы мальчишкам учитель информатики Галина Журба. Она же ведет и кружок робототехники. Дети, они более живые, энергичные, и у них все-таки мозг работает уже в другом совершенно направлении, в творческой направленности. Наверное, даже дети преобладают меня. Живость молодого ума подтвердил самый юный участник соревнований Эрик Сивцев. В сложной категории биатлон он занял 2-е место. Долго собирали робот? Вот этого самоиста я собирал 2 дня. И керлинг-ринга собирал тоже 2 дня. И биатлониста день. А программы тоже сами пишете? Мне помогал Михаил Николаевич. Робототехникой уже мы занимаемся 2-й год, с ДОД. Дети уже более успешно уже участвуют в соревнованиях, ездят. Сейчас пришли сюда, обмен опытом. Завершали соревнования сумоисты. Те же роботы, только уже с другой специальной программой. Как и в настоящем сумо, механические соперники должны были вытолкнуть друг друга за круг. После упорной борьбы лучшим сумоистом стал робот Корякина Азария из города Мирного. Его же робот победил и в категории биатлон. Но победа не главное. Все участники получили первый опыт соревнований. Кто-то учтет и исправит ошибки, и в следующий раз представит лучшую работу.